что это баб стали в армию призывать. Ой, да и не говорите. Ну какие сейчас мужики-то, посмотрите. Один косой, другой хромой, а третий все от военкомата бегает. Вот и приняли приказ-то, чтоб женщин в армию принять. Не хватает нынче солдатов. А мы, женщины, народ ответственный. Точно, и не говорите. Да. Мне как повестка пришла, я сразу решила, косить не буду. И вся деревня меня поддержала. А знаете, как провожали? Гуляли! А вторая половина деревни до сих пор гуляет, А я вот решила добровольцем пойти. Служба Родине – дело важное. Ну и знаете, перемен как-то в жизни хочется. Ну да, да. Ага, мы здесь туда сидим. Падай. Давай. Я Фёпа. Это Марья Ивановна. А тебя как так величать? Светочка я. Ой, Светочка. Пирожок хочешь? С капустой вкусный. Ой, нет, спасибо, я на диете. Ну, тебе диета-то, господи, как худая, как щепка. И вообще я не понимаю, зачем худым еще худеть? Вообще не понимаю. Деточка, деточка, а ты случайно ничего не перепутала? Зачем тебе в армию-то, а? Не, я не перепутала. Мне мама сказала, что все мужчины здесь. Вот. Ты чё, бум-бум, чё ли? Это же призывной путь, из баб призываю. Ой, я вас умоляю, а мужчину хоть где-нибудь. Ну вот настоящего хочется, понимаете? Только знаете, вот чего боюсь? В армии, говорят, беспредел бывает. Головщина называется. Слышали о таком? Ой, да я тебя умоляю, никакая община, бабовщина, или как это мне сказала, мне не страшны. Мне маманя сказала, хочешь быть настоящей бабой, иди служить. А давеча, знаете, у соседки дочки перевелась. Такая баба пришла, о, месяцы, о. Так она теперь первая баба на деревне. Вот так вот. А вы знаете, что я еще слышала, что в армии в наряд положено ходить? Так у меня этих нарядов там целый чемодан. Да что? Слушайте, я могу успевать от Версача, Любочка от Сирии. Ой, Любочка, Любочка, у меня посмотрите, и тут подумаешь, что тебе в армии там прямо автомат дадут. Сразу от Калашникова. И вообще, девочки, я в парикмахерской, чтобы сюда прийти, 2 часа просидела. Возьмите вот мою прическу. Молодец, Светочка, прическа просто супер. Только не забывай, что в армии еще противогаз одевать надо успеть за 5 секунд. А как же мою прическу? А что твоя прическа? В армии тебя подстригут по одной. За 2 секунды научишься свою прическу-то делать. Ладно, волосы отрастут. Знаете, что меня еще беспокоит? Куда нас призовут? Ой, лично я генералу на хозяйство. Дрова наколю, баньку истоплю, картошку посажу, а далее все по списку я все могу. А я вообще хочу в разведку. Представляете? Я любого врага найду, вычислю и раскалю. И домой никто не ставит. Ой, как вы мелко плаваете, девочки. Ага. Вот лично я буду в штабе у полковника служить, а личным адъютантом. Ой, я тебя умоляю, какая цаца. Смотри, чтоб жена полковника тебе последний лох-то не повыдергивала, то что парикмахер не добреет. Не говори. И вообще, что там в армии такие, как ты, мечтают? Вон целый зал сидит. Не вредно мечтать. Мечтай, мечтай. Ой, девчонки, то, что вы собрались в армию, это я уже поняла. Феноменальная же карта. Ага. Но мне интересно вот только почему. Ну ладно, начну с себя. Вот я, журналистка, буду писать статью об армейской жизни, так сказать, о буйнях солдата. А тем более солдата-женщины. Все самое правдивое, так сказать, взгляд изнутри. Да ну тебя. Я вот с молодым человеком поспорила. Ну вот такая я вот, ну упрямая. Ну вот сказала отслужу, ну вот значит отслужу. Ну подумаешь, год помучаюсь. Зато при машине буду потом. А ну и пусть кто-то скажет, что я феминистка, но девушка ничем не хуже парня. И я решила всему миру доказать,
красиво держа строй, и гордо шелестят знамена. Компартия домой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Бесстрашие атак, нашли мы русский флаг, и дом родной нашей песни. А коль придет беда, с собою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить. Полки идут стеной, красиво держа строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и едем мы стены, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Я помню тот последний бой. Афганский ветер за спиной. Казалось, рушится земля от пыли, дыма и огня. В руках сжимая автомат, бежало несколько солдат. Ребятам 20-25. Данный приказ не умирать. Данный приказ не умирать. Я помню тот последний бой, когда болящею весной, не слышал крики воронья, сыновья. Прости, браток, что уцелел.
воюете с русскими. Снова нечисть тут и там напрягает мускулы. Значит, новым быть котлам. Не воюйте с русскими. Что вы прете на рожон лобами голливудскими? Вот сражение предрешен. Не воюйте с русскими. Революционная заря над полями грустными. Не будите лика зря. Не воюйте с русскими. Ведь на войны вам не враг за пивными кружками. Повторяйте как урок. Не воюйте с русскими. Просто вбейте в мозг нельзя пищами крупными. Верьте на слова, друзья. Не воюйте с русскими. Вечный светоч не погас над театрами гнусными. Даже мертвых бойтесь нас. Не воюйте с русскими. Наши бронзовых солдат, сколько бы вы ни рушили, мы вернем должок назад. Не воюйте с русскими. Революционная заря над полями грустными. Не будите лика зря. Не воюйте с русскими. Мир готов открыть борьбу. Все пустые рухнули, стерлись временем табу. Не воюйте с русскими. Ваши плечи хрупкие растут под нагрузками. Только сами русские могут биться с русскими. Революционная заря над полями грустными. Не будите лика зря. Не воюйте с русскими. С праздником вас всех! Нашего друга, защитника, самого надежного, самого верного, нашего союзника нашей страны. Здравия желаю, товарищи новобранцы! Здравия желаю, товарищ прапорщик! Это часть места вашей службы. Я ваш прапорщик Иван Карлович. И никаких у меня тут конфет, и никаких украшений. Вот так. Слушай мою команду. Равняйсь! Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитай. Первый. Второй, третий, четвертый. Пятый. Неполные. Что? Какая не пол? Почему не полная? А что я полная? Только встали! Кстати, второй молодец. Эх, в связи с проведением праздника в нашей части ожидается проверка. Особое внимание, как вы понимаете, проверяющие обратят на наш батальон. А у вас, рядовая Сидорова, наряд не по уставу. Товарищ прапорщик, тот наряд, который по уставу, не подходит ни
Стоп! Отставить маскировку! Есть Стать строй! Перов. Ай, продолжим. Кто вчера побрил кота жены полковника, а? Рядовая Петрова. По глазам вижу, ваших рук дело, да? Никак нет, товарищ прапорщик, мы не брили, мы депиляцию сделали кремом, и кот стал похож на сфинкса. Кремом? То на лысого кота он стал похож, а не на сфинкса. Ну так сфинкс, это и есть лысый кот. Так, отставить мне тут лысых котов! Есть отставить лысых котов! Ой, так, и главное. Прежде чем допустить вас к сложной военной технике и ценному оборудованию, мы подготовили для вас ряд упражнений для физической, так сказать, и моральной закалки. Слушай мою команду. Задание первое – разминка. Так. Отставить! Разминка умственная, девушки. Слушай внимательно и отвечаем. Черный хочет, рявкать хочет. Что это? Ружье! Правильно. Молодец. Пить есть не просит, а пищу носит. Что это? Вещмешок. Молодец. Фамилия? Семенова. Молодец, Семенова. О! Ни бог, ни царь, а слушаться нельзя. Кто это? Командир. Командир. Молодец. Рядовой Великанова. Здрасте. Вы что, рядовой, не слышали команду «Подъем»? Ой, товарищ прапорщик, на рассвете команда разбудит. Ты на плац необутая выйдешь. И замрут в удивлении люди, только ты как будто не... Отставить басни! Маша, Булатца, Великанова и в строй! А я не могу обуться. Мне обувь неправильная. Значит, неправильно. В армии не бывает неправильных сапог. Ну, в армии, может, не бывает, а вот у меня бывает. У меня размер ноги 35, а мне выдали 45-го. Я выходить не могу. Так, раз ты не можешь ходить, будешь бегать. Ну-ка, с маршем обуваться. Остальным разойтись через нет, давайте через 10 минут встречаемся в красном уголке. Ясно? Так, точно. Вольно! Разойтись! Ой. У нас в деревне бабушка, и мама к ней уехала. Вдвоем остались с папой мы почти что на 2 дня. Ложась в кровать,
Ладно, слушай мою команду, батальон. К показу номера подготовиться. Направо. Шагом марш.
ace. High stakes, I get them hits. This way, MCs, they sense their place. Got to get my game. If you can, if you can, if you can feel my every day. Then I'm in day, they come from day, they sing the day. Ain't no people I say, it means we say. Let the people get the say, let the music get to play. гламурного батальона представляет вашему вниманию миниатюру «Частный детектив». Спасите, помогите! Он пропал, исчез! Я сегодня утром встала, а его нет! Подождите! Успокойтесь! Кто пропал, кого искать? Давайте по порядку, да? Ну, мой Васенька, единственный мой исчез, пропал! А, Васенька! Муж это, сын, а? Что? Господин детектив, какой же сын? Мой единственный любимый Васенька! А, Васенька, хорошо, вы, мадам, не плачьте, ничего страшненького. Описать Васеньку сможете? Он такой беленький, хорошенький. Блондин, значит, красавчик. Не иначе загулял. Ну что вы такое подумали? Он у меня породистый, воспитанный, с кем иначе не гулять. Это же мой Ой, Васенька. знаете, я тоже породистый. Ну что, а какие-нибудь особые приметы у вас есть? Беленький, да. У него есть черненькое пятнышко, такое маленькое на шее. Вот, хорошо, родимое пятно на шее. Угу. А усы там, борода, да? Какая же борода? Конечно же, усы. Угу. Хорошо, хорошо. Так, а когда вы говорите, он исчез? Так я же вам говорю, я сегодня утром встала, а его нет. Вы думаете его искать? Да не волнуйтесь вы так. Мадам, может быть, он это, на рыбалку ушел, а? Какая же рыбалка? Мой Васенька на рыбалку, да он же воды боится. По-человечески я не могу даже его искупать. Он колготки мне царапает. Странный, Он странный. кусается. Да-да, странный блондинчик. Аквафоб. Что? Я- Что вы сказали? Я говорю, аквафобия у него. Это боязнь воды. Да ничего, ничего, мадам, бывает. Так, хорошо. Не переживайте. Мне кажется, вам нужно пару дней подождать, и он вернется. На какие пару дней, господин детектив? Найдите его, Да, миленький да, мой, я хорошо, хорошо. Я ему все Да, прощу. давайте. Украденные сосиски. Слышу я вас, слышу. Давайте составим его фоторобот. Да, вот что мы имеем? Составляем. Так, он у нас блондинчик, да? Блондинчик, так. Родимое пятно на шее. Мгм. Так, а усы какого цвета? Черные или белые? А? Вы думаете, если он беленький, что усы бывают черные? Да, конечно же, белые. Ну, знаете, разные бывают, и черные, и рыжие. Белые усы. Хорошо. Да, белые, так. Ну, похож? Что?
Что это такое? Что? Так это же мужчина! Как вы могли такое подумать? Я что вас спросила? Да, конечно, мужчина, кто же еще? Какой ужас, господин детектив! Господин, ну что вы прикажете мне Что? делать? Так он забрался в мою кухню, стырил все мои сосиски. Ну, я что могу сделать? Он порвал мне все мои колготки. Кто? Кто? Ща! Что это? Так это же мой Васенька, единственный. Васик, это ваш Васенька? Спасибо, господин детектив, вы его нашли, спасибо. Это сейчас что? Это любовь. Это любовь. Бетси. В старом парке пахнет хвойной тишиной, и качаются на ветках облака. Сколько времени не виделись с тобой, может год, а может целые века. Ни за что теперь не отыскать следов. Край далекий, где друг друга не нашли. Я пришел к тебе из позабытых снов, как приходят в свою гавань корабли. Натали, утоли мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустые грусти полземли, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали. От судьбы от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали, Натали, Натали. Потерял я где-то бездорожье лет, безоглядную влюбленность и покой. Брал от жизни все, что есть, и не секрет. Я не свят, я виноват перед тобой. Целовал я струи многих родников и добился одиночества вдали. Мои волосы от зноя и ветров побелели, как степные коври. Натали, удали мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустые грусти полземли, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали. От судьбы от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали, Натали, Натали. Я проделал долгий путь, только время обмануть невозможно, Натали. И хоть я другим не стал, но с дороги я устал, и душа моя внутри. Натали, утоли мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземли, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали. От судьбы от тебя мне не уйти. Удали мои печали, Натали, Натали.
Колыбель моего
ходила в армию наказуемо. А концерта без танцевальных номеров не бывает. Так что слушай мою команду. Кто умеет танцевать, шаг вперед. Хорошо. Посмотрим. Музыку! All that I have is all that you give me. Did you never worry? Отстали! Что это было? Какая музыка, такой танец. Да, в армии есть только одна музыка. Это марш. Ну как же под него танцевать-то? В крайнем случае еще вальс. Вот. А на вас партнеры нужны. Так, А вы назови. что? Я не партнер. Я прапорщик. Товарищ прапорщик, может, вместо нас кто-нибудь станцует? Не знаю. Поможете ли? Давайте попробуем. Ну давайте. Направо. Шагом марш. О.
избитая девушка такая. Да, вот. И ты, конечно же, хочешь с ней познакомиться. Хочешь? Как нет? Как нет? Ты что, Великанова, не мужик, что ли? А? Нет, совсем не мужик. Ну да. Ну, раз не мужик, то взяла ножницы, нитку, иголку, тут подшила, тут подрезала. Понятно тебе? Да, точно. Налево, шагом марш. Ой. Товарищ прапорщик, можно еще вопрос? Можно. Я сегодня добрый. Как Шрек. Вот если бы я была мужиком, мне тоже пришлось бы все это переживать. Зайка, если бы ты была мужиком, то тебе было бы все в пору. Понятно? Налево, часть шагом марш. Ой, военнослужащие,